Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем второй выпуск программы «Дипломат». И сегодня мы беседуем с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Кыргызской республике господином Маэда Шигеки. Здравствуйте! Благодарим вас за то, что вы уделили нам время. Ну что, пройдемте? Господин Маэда Шигеки, скажите, до того, как вас назначили послом, каким видом деятельности вы занимались в Японии? С момента моего вступления в должность посла в октябре 2019 года прошло 2 года и 9 месяцев. После окончания университета я проработал 38 лет в японской правительственной организации по развитию внешней торговли и инвестиций JETRO, а затем был назначен послом в Кыргызскую республику. В JETRO я занимался над продвижением экспорта японских товаров и взаимных инвестиций, привлечением японских компаний к созданию предприятий за рубежом и привлекал иностранные компании в Японию. Назначение в Кыргызстан меня, обладающего таким опытом работы, воспринимаю своей личной миссией укреплять экономические отношения между Японией и Кыргызстаном. А скажите, каковы ваши впечатления от Кыргызстана? Что больше всего запомнилось? Несмотря на то, что я впервые в Кыргызстане, я был поражен красотой городской зелени и гор, и прежде всего любовью и уважением, которые кыргызстанцы проявляют к Японии, и это впечатление осталось неизменным. Кроме того, до прибытия в Кыргызстан я слышал, что кыргызы похожи на японцев, и убедился в этом после прибытия в эту страну. В этом году Япония и Кыргызстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. Пожалуйста, дайте нам обзор отношений между Кыргызстаном и Японией за последние 30 лет. Сразу после обретения независимости Кыргызстан, провозгласив приверженность демократическим принципам и переходу к рыночной экономике, начал путь пионера демократизации и развития рыночной экономики в Центральной Азии. Несмотря на неоднократные экономические кризисы и политические волнения, имевшие место за 30-летний период времени, Кыргызстан, будучи демократическим государством, продолжает отстаивать универсальные ценности, такие как свобода, права человека и верховенство закона, а также поддерживает и развивает открытую экономическую систему, основанную на принципах рыночной экономики, что вызывает уважение. Спасибо. Расскажите, какие есть общие цели сотрудничества и приоритетные направления взаимодействия Японии с Кыргызстаном? Япония последовательно на протяжении 30 лет прилагает усилия для укрепления дружественных отношений с Кыргызстаном. В частности, для поддержки устойчивого экономического роста, способствующего укреплению демократии, были осуществлены проекты по улучшению социальной инфраструктуры, включая аэропорт и дорожную инфраструктуру, предоставление оборудования для больниц и школ, а также передачу оборудования и систем для избирательных участков. Крупные инфраструктурные проекты и проекты по техническому сотрудничеству реализуются японским агентством международного сотрудничества JICA. Посольство также предоставляет оборудование больницам и школам в рамках правительственной программы «Корни травы и человеческой безопасности» с 1996 года, и на сегодняшний день реализовано 180 проектов. Вот всем хорошо известно, что на сегодня Япония усиленно ведет работу в сфере развития образования в нашей стране. И скажите, какие сейчас программы реализуются? Мы гордимся тем, что в нашем сотрудничестве с Кыргызстаном Япония особое внимание уделяет развитию человеческих ресурсов. Кыргызско-японский центр человеческого развития, открытый в 1995 году в Бишкеке, предоставляет различные программы обучения, включая изучение японского языка, мини-курсы MBA и другие программы. Кроме того, с 2007 года в рамках программы GDS ежегодно около 20 государственных служащих направляются в японские университеты на программы магистратуры и докторантуры, и более 200 выпускников этой программы успешно трудятся на ключевых должностях в правительстве Кыргызстана.
Кроме того, существуют программы бакалавриата или 2 лет в качестве студента магистратуры в японском университете, причем каждый год направляется около 4 студентов. Кроме того, JICA предлагает тематические, в основном краткосрочные программы обучения в Японии для примерно 100 человек в год. Сейчас проект «Одно село, один продукт» предоставляет хорошую возможность кыргызстанцам, которые проживают в регионах, продавать местную продукцию. Расскажите, на какой стадии данный проект? В качестве уникальной инициативы по развитию промышленности в регионах и поддержки социального продвижения женщин можно отметить проект «Одно село, один продукт», начатый в Иссык-Кульской области агентством JICA. По истечению 10 лет его реализации, в рамках которого осуществляется продажа и экспорт региональной продукции, произведенной на основе производственного контроля и брендинга, в проекте принимают участие 3300 человек, что превышает в более чем в 6 раз первоначальное количество участников. Через некоторое время мы вместе посетим магазин в Бишкеке и ознакомим вас с продукцией данного проекта. Вот как насчет культурного обмена? Какая работа ведется в этом направлении между нашими странами? Группа японских барабанов Oedo Daiko при Кыргызско-японском центре человеческого развития, отмечающая свое 18-летие в этом году, настолько популярна, что на концертах заполняет зал филармонии. Федерации традиционных японских боевых искусств, таких как дзюдо, айкидо, кендо, карате и айдо и сумо, работают над распространением духа каждого вида спорта и совершенствованием мастерства. Что касается спорта, то с сентября прошлого года посольство Японии поддерживает бишкекский полумарафон и организовало мероприятие «День Японии». В этом году День Японии пройдет 17 сентября, также за день до бишкекского полумарафона. В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Японией и Кыргызстаном мы пригласили на концерт японскую группу барабанщиков ЦАЙ из Японии. Планируется совместное выступление с местной группой Oedo Daiko. Всех ждем на этом концерте. Кроме того, чтобы кыргызстанцы узнали о Японии, мы предоставляем крупным кыргызским телеканалам телепрограммы, такие как японские драмы, анимационные и документальные фильмы, и дублируем их на кыргызский язык. Замечательно, что вот такая плодотворная работа ведется между Японией и Кыргызстаном. Вот скажите, какие планы и цели намечены на будущее? Отношения между двумя странами неуклонно углублялись и развивались на протяжении последних 30 лет. Но единственное, где потенциал взаимодействия не был полностью реализован – сфера бизнеса. Как сотрудник с многолетним опытом работы в японской организации по содействию торговле и поощрению инвестиций, для меня большой задачей являются двустороннее частное деловое сотрудничество, в частности, расширение инвестирования японскими компаниями в Кыргызстан. К сожалению, 2 года моего пребывания на посту в связи с пандемией COVID стали периодом досадного ограничения свободного передвижения людей. В некоторой части Японии все еще есть случаи заражения, но я намерен активизировать продвижение бизнеса в дальнейшем. Сейчас мы пришли в один из магазинов ОСОП «Одно село, один продукт», где представлены органическая, булочная, пищевая продукция, а также косметика и все натуральное. Вы не могли бы нам рассказать подробно еще раз о деятельности проекта ОСОП? Данный проект JICA начался в Иссык-Кульской области в 2006 году с целью оживления местной экономики и дальнейшего продвижения независимости женщин, расширения прав и возможностей. Он включает в себя поддержку организации ассоциаций производителей, состоящих в основном из женщин, для преобразования местной продукции в продукцию с высокой добавленной стоимостью и ее продажи. Продажа продукции осуществляется не только в магазинах ОСОП в Бишкеке и Караколе, но и экспортируется за пределы страны и поставляется по контракту в крупные сетевые магазины Японии. JICA получает заказы на спецификации из Японии и дает рекомендации по разработке и производству.
На сегодняшний день количество производителей выросло с первоначальных 550 человек почти в 6 раз, а объем продаж увеличился более чем в 10 раз. Успех проекта можно объяснить тем, что, во-первых, была подчеркнута инициатива местных жителей, а агентство JICA сыграло роль советника или катализатора, позволив проекту развиваться самостоятельно. Во-вторых, JICA продолжает поддерживать проект на протяжении 16 лет с момента его создания. В-третьих, JICA оказывает последовательную поддержку от производства до продажи, связывая потребности продавцов с производителями. В настоящее время мы расширяем иссык-кульскую модель успеха по всему Кыргызстану. Вот вы не могли бы нам сейчас показать, какие продукции на сегодня завоевали европейские, азиатские рынки, вот имеют такой, скажем, большой спрос? Самым популярным продуктом в Японии является мед, особенно эспарцетовый мед, который хорошо известен освежающим вкусом. В прошлом году экспортировали 10 тонн меда, а в этом году получили запрос на 60 тонн. Еще один уникальный продукт – облепиха, которая в диком виде произрастает в Центральной Азии. Это продукт здорового питания, известный в Японии как чудо-фрукт, который продается в виде сока и варенья. Войлочные изделия также являются основной продукцией и продаются японской сетью магазинов Ryuhin Keikaku в своих магазинах Muji по всему миру. Все процессы, включая стрижку шерсти, мытье и окрашивание натуральными травами, выполняются местными жителями. А вот скажите, вы уже купили своим знакомым, близким, там, детям вот такие войлочные изделия? Как сказал ранее, каждый из них изготавливается вручную, поэтому каждый уникален тем, что имеет немного другую форму с другим выражением лица. Это означает, что они являются уникальными предметами в мире. Это очень удобный магазин для японцев и людей со всего мира, чтобы купить сувениры для своих родных. И многие люди говорят, что здесь можно купить практически все сувениры. Супруга дипломата – это, пожалуй, серьезная профессия. Нужно быть и личным психологом, советником и хранительницей домашнего очага. Госпожа Маэда Каэко, помимо того, чтобы соблюсти эти обязательства, занимается волонтерской деятельностью и работает преподавателем японского языка в Институте японоведения при Кыргызском государственном университете имени Ишинала Рабаева, а также других учебных заведениях. После окончания второго курса мы в Японии проходили практику, которая длилась 6 месяцев. Эту возможность предоставили в Институте японоведения. После прибытия в Кыргызстан мы стали забывать некоторые слова на японском, и наш директор организовал бесплатные курсы с Маэдой-сенсей. Маэда-сенсей нас обучает японскому языку уже давно. Она детально объясняет грамматику и доступно отвечает на наши вопросы. Хотелось бы выразить благодарность ей и Институту японоведения. Я всем советую выбрать японский язык и посетить Японию, увидеть своими глазами эту чудесную страну. Госпожа Маэда любезно согласилась вести у нас факультативные занятия по японскому языку для наших студентов. И в данное время она ведет сейчас уроки японского языка, а также подготовительные курсы по подготовке к тестам японского языка. Большая благодарность и искренняя признательность госпоже Маэда, так как после начала ее преподавания у наших студентов появился дополнительный стимул к изучению японского языка. И наши студенты с огромной радостью и большим желанием посещают занятия госпожи Маэда. И за вклад в развитие образовательных процессов,
дружественных отношений двух стран, а также за вклад в воспитание молодого поколения госпоже Маеда было присвоено почетного профессора Кыргызского государственного университета имени Шернала Рабаева. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Konnichiwa. 皆さん元気ですか？元気です。はい。今日は習字、書道、日本の漢字を書く勉強をしましょう。はい。座ってください。Маэда-сенсей, скажите, какой сейчас урок прошел и какую тему вы объяснили ученикам? はい。今日は日本の漢字やひらがなを墨で書く。Сегодня у нас был урок каллиграфии, где мы писали канзи, иероглиф и хирогану тушью. Обычно дети, начиная с начальных классов и заканчивая старшей школой, все дети изучают японский язык в своих обычных классах. Скажите, вам нравится преподавать? はい。 Да, нравится. Я надеюсь, что мои ученики будут расти, изучая японский язык и Японию, и полюбят ее. Это моя мечта и миссия. А вот вы замечали, ваши ученики, насколько быстро осваивают японский язык? はい。子どもたちの日本 Дети осваивают очень быстро, они быстрые. С самого начала обучения в школе другие учителя дают им много знаний, поэтому во 2 и 3 классах они уже могут говорить. Они очень привыкли сначала говорить, а потом слушать. И самое главное, многие дети любят думать самостоятельно. Это очень важно. Изучение языка отнимает много времени. Но если дети изучают язык в знакомой обстановке и занимаются с учителями, с которыми они привыкли заниматься, академические способности детей будут расти постоянно. Если ребенок изучает родной язык, японский, английский, русский или любой другой язык, он сможет совершенствоваться, добавляя иностранные языки и в дополнение к родному. Я думаю, что дети в этой школе помимо родного языка могут изучать английский и японский языки. У них это очень хорошо получается. Мне очень нравится их учить. За время нашей работы она проявила огромную поддержку нашей школе. И несмотря на то, что мы находимся даже на таком расстоянии, она приезжает в неделю по 2, по 3 раза. И за время своего пребывания хочет отдать детям столько много о культуре, о японском языке, о культуре Японии. И показать, насколько это удивительная страна, где мы можем вобрать очень много ценных для нас познаний. Сейчас мы с генеральным директором телеканала «Пирамида» Дороном Адахановичем по приглашению господина посла прибыли в резиденцию, где господин посол со своей супругой расскажет об особенностях японской кухни. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, господин посол. Как дела? Как настроение? Господин посол, скажите, какие мероприятия проходят в резиденции? В Кыргызстане немногие резиденции послов имеют своих специальных шеф-поваров, но у нас есть японский шеф-повар, и мы устраиваем ужины в неформальной обстановке, небольшие приемы, наслаждаясь блюдами японской кухни. Предлагая аутентичные блюда японской кухни, мы надеемся приобщить наших гостей к японской культуре питания. Однако во время пандемии COVID такие возможности были ограничены, что вызывает сожаление. Господин посол, мы знаем, что японская кухня богата и разнообразна своими своеобразными ингредиентами, и просим вас показать, рассказать о блюдах, которые представлены в меню. 日本料理の特徴ということでは3つ。 Во-первых, еда должна быть сезонной, радовать глаз, и, как правило, быть легкой и деликатно приправленной. Во-вторых, важна свежесть ингредиентов, и во многих блюдах максимально используются естественные вкусовые качества ингредиентов. Кроме того, поскольку страна окружена морем, ингредиенты состоят в основном из рыбы, а также риса и овощей.
例えばですけども、このЯпонскую кухню часто называют культурой выделения вкуса. На примере сашими всегда считается хорошим тоном выделять, оставлять рыбу сырой без термической обработки, удалять лишние части, класть на тарелку несколько ломтиков, соблюдать границы тарелки при сервировке, использовать только простые приправы, такие как соевый соус и соль без специй, и наслаждаться естественным вкусом самих ингредиентов. Считается хорошей идеей всегда выделять. Напротив этому, западная, индийская и китайская кухня называется как культура добавления, где добавляются различные ингредиенты, специи и травы, молочные продукты и жиры, и допускается термическая обработка. Очень вкусно. Чувствуется естественный вкус ингредиентов. これはИгристое вино производится из японского риса. Кроме того, мы предлагаем японское саке и красные и белые вина, произведенные в Японии. Возможно, вы не знакомы с японскими винами, но в настоящее время в Японии производятся восхитительные вина, которые побеждают на конкурсах по всему миру. 乾杯。酒、ライスワイン。先ほど日本の食文化は引き算の文化だ。 Саке можно назвать типичным примером культуры выделения, упомянутого ранее. Единственным сырьем являются рис, рисовый солод и вода, и больше ничего не добавляется. Рис натирают до тех пор, пока он не станет круглым, чтобы устранить неприятный вкус. 真ん中だけのお米を使うという、そういうまさにその引き算の文化の乾燥させたもの。 Основу данного яичного пудинга составляет бульон даши, который получают из мелко нарезанной сушеной рыбы. В бульон добавляют разные ингредиенты и получают такой нежный пудинг. Господин посол, спасибо вам. Все было на самом деле очень вкусно, полезно и сытно. И с вашего позволения хотелось бы узнать нам, кто же приготовил эти блюда, у кого такие золотые руки. 日本料理というのは今 Японская кухня очень популярна во всем мире, и тем, кто пробует это блюдо, японская еда понравится еще больше. Проще говоря, задача дипломатии – укреплять дружественные отношения между двумя странами. Один из факторов сделать так, чтобы люди полюбили Японию. В этом отношении японская кухня является мощным дипломатическим инструментом для нашей страны, а шеф-повар господин Нишия, который готовит эти блюда, является важной персоной в поддержке японской дипломатии. Пожалуйста, познакомьтесь, шеф-повар господин Нишия. Мы вот сейчас видим 2 букета. Расскажите, вы сами готовили их? Да, я здесь постаралась из этих цветов составить флаг Кыргызстана, а это флаг Японии. Постаралась изготовить флаги Кыргызстана и Японии в виде цветочных композиций. Мы сделали их с кыргызскими друзьями. И на этой позитивной ноте мы завершаем наш выпуск. И думаю, что господин посол подробно рассказал о проделанной работе в рамках его миссии. А мы с вами прощаемся. До скорой встречи!